Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Главное направление деятельности Министерства строительства Республики – возведение соцобъектов и жилых домов, реализация национальных проектов и переселение граждан из аварийного жилья. Как обстоят дела с решением основных задач ведомства, нам расскажет гость в студии Павел Колотчанов, министр строительства Республики Саха-Якутия. Павел Павлович, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Давайте напомним нашим зрителям, какими национальными проектами занимается Министерство строительства Якутии. В рамках реализации национальных проектов, где у нас ведется строительство социальных объектов, жилья, Министерство строительства участвует в 5. Это национальные проекты здравоохранения, 12 объектов, культура, 5 объектов, образование, 11 объектов, Здравоохранение вы уже назвали. Да, демография, образование, здравоохранение, культура и жилье и городская среда. Жилье и городская среда. Всего у нас строится 33 социальных объекта, и больше 80 многоквартирных домов по программе «Жилье и городская среда». Вот сколько всего объектов планируется ввести в этом году? Вот сегодня у нас перед Минстроем стоит большая задача по вводу 72 объектов, не считая многоквартирных домов, которые у нас реализуются в рамках программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Значительное количество объектов образования по городу Якутску у нас пристрой к Хатасской школе, школа в Жатае, на Пирогово должны объекты построиться. Строится пристрой к 26-й школе. В следующем году будем вводить пристрой к 29-й школе. Помимо этого у нас реализуются объекты в других населенных пунктах, в районах республики. 3 объекта мы вводим в арктических северных районах. По программе здравоохранения у нас запланирован от значительных крупных объектов. Это онкологический диспансер в этом году должны вести. Помимо этого больничные комплексы в селе Ханум Омского района, в Чурапче, в Усьмайском районе и в Татинском районе. Вот такие крупные объекты мы должны вести. В этом году мы ввели объект Вилюйский, и начинаем строительство второй очереди. Помимо этого, в этом году у нас начнется строительство объектов здравоохранения в других районах. Это Намский район, это в Сунтарском районе в селе Эльгай, в Нерубинском районе, в Мегино-Кангаласском селе Майя. Поэтому значительное количество объектов у нас строится и начинается строительство. Поэтому в рамках нацпроектов мы планово идем, чтобы максимально улучшить качество. 72 объекта, очень большая цифра, они касаются и образования, и здравоохранения. Вот как идет строительство в среднем, как можете оценить, в принципе? В целом строительство идет по плану. Есть у нас отступление от графика производства работ, который связан с объективными и субъективными причинами. Здесь мы принимаем все необходимые меры. По онкологическому диспансеру у нас строительная готовность уже больше 85%. В этом году мы должны ввести. Сегодня активно ведет отторговка оборудования, мебели для оснащения данного объекта. Поэтому мы видим то, что в этом году мы этот объект ведем. По другим объектам также у нас ведется строительство по графику. Есть некоторые вопросы по грунтам. У нас в Усьмайском районе грунты растеплились, соответственно, нам необходимо сегодня принимаем меры, чтобы стабилизировать их и все-таки в график войти. Поэтому ведем, но бывают обстоятельства, настройки, которые мы технически решаем. В следующем году будут проведены 8-е международные спортивные игры «Дети Азии». В Якутске планируется ли строительство новых объектов для такого крупного события? В этом году у нас начинается строительство спортивного комплекса в Сайсарах, 77-й квартал. Заказчиком является МКУ «Главстрой» окружной администрации. Сегодня идет этап проектирования. Летом уже начнутся активно строительные работы, и к «Детям Азии» этот объект должен вести. Помимо этого у нас строится еще 2 спортивных объекта. Это в Хатасах спортивный зал. Он уже в этом году будет завершен. Также он будет задействован к «Детям Азии». И в квартале Звездном мы в этом году начинаем строительство катка крытого, но этот объект будет вводиться в 2024 году, не к играм «Детям Азии». Поэтому 3 социальных объекта, 2 из которых будут задействованы международным спортивным играм «Дети Азии». В городе Якутске планируется строительство еще одного микрорайона. Расскажите, где появится новый микрорайон, как раз спортивный, и какие социальные объекты там будут возведены? У нас 28 февраля текущего года решением правительства принято решение о реализации КРТ. Квартал спортивный – это 2, 4, 17 квартал. У нас в этом квартале сосредоточено значительное количество многоквартирного ветхого аварийного жилья. 151 многоквартирный дом
площадью порядка 90 тысяч квадратных метров уже признаны аварийными, да, после 1 января 2017 года, но они в программу не включились, да, потому что в программу переселения граждан с аварийного жилья включаются дома, которые признаны таковыми до 1 января 2017 года. Вот основная задача — решить проблему по улучшению качества жизни, да, и помимо этого мы будем застраивать. В соответствии с утвержденным мастер-планом города Якутска, да, детализированным разработанным мастер-планом планируется строительство 52 многоквартирных домов на территории квартала Спортивный, общей площадью порядка 323 тысяч квадратных метров, да, где будут проживать 13,5 тысяч людей. Помимо этого будет строительство социальных объектов, это детский сад с дополнительными группами на 766 мест, 2 школы на 550 мест и многофункциональный спортивный комплекс. На сегодняшний день по принятым решениям КРТ в этот год стоит задача максимально начать подготовку площадок под строительство социальных объектов. Да, вот у нас в Российской Федерации появился новый механизм специальные казначейские кредиты. Да, республика активно участвует в этом направлении, да, и в этом году мы будем уже начинать бюджетировать строительство социальных объектов и, соответственно, готовить площадки, расселять людей именно с территорий, которые подпадают именно под строительство социальных объектов. Там у нас порядка 20 домов, 14 тысяч. Уже в этом году мы эту работу должны начать и провести. То, что касается строительства жилья, у нас застройка квартала разбита на 5 этапов. Да, все будет до 30 года. Республиканский оператор, республиканское ипотечное агентство в этой части работает. Да, и в этом году также уже по первому этапу начнут работу по расселению граждан с аварийного жилья. Ну, не секрет, что в Якутии программа по переселению из ветхого аварийного жилья, наверное, одна из самых крупных в России, да, если не самая крупная, да, и очень многие дома нужно как раз-таки переселять с тех микрорайонов, где появится микрорайон Спортивный. Вот сколько домов введено с начала текущего года по программе переселения из аварийного жилья? Ну, правильно вы сказали, что программа переселения, она самая крупная в Российской Федерации. Да, у нас объективно очень много аварийного жилья. Да, более 3,5 тысяч многоквартирных домов уже включены в программу. 1 140 тысяч квадратных метров аварийного жилья у нас в республике в программу включено. Активно ведется строительство на всей территории республики. Мы уже 180 многоквартирных домов с 2019 года ввели. Да, только в этом году, с начала этого года, мы 9 многоквартирных домов завершили строительство. Да, в городе Якутске, в Ленском районе, в Нерюнгринском районе, в городе Якутске эти дома вводятся. Поэтому мы поэтапно будем планово вводить дома. У нас в этом году стоит задача еще более 80 многоквартирных домов ввести именно по программе переселения граждан с аварийного жилищного фонда. Вот какие кварталы планируется расселить в Якутске в ближайшее время, как раз таки по программе переселения? Ну, у нас на сегодняшний день по механизму КРТ активно работают как и республиканские органы власти, так и муниципальные. Сегодня 3 крупных проекта КРТ – это квартал Спортивный, квартал Озеро, это Сайсарский округ, да, и квартал Речного порта, да, это порядка 200 гектаров застройки жилья, да, это более 1 180 000 квадратных метров жилья, которые должны построиться. Да, вот. В рамках этих застроек, этих КРТ, да, кварталов у нас будет решаться не только строительство нового жилья, но и расселяться аварийное жилье. Вот буквально вчера, да, окружная администрация города Якутска подписали договор о КРТ по застройке 53-го квартала. Да, там 13 многоквартирных домов также будут расселяться, поэтому активно ведется работа как и на региональном, так и на муниципальном уровнях. Поэтому здесь планово будем вести работу, чтобы максимально решать вопросы по ветхому аварийному жилью. А вот сколько составляет финансирование программы переселения граждан из аварийного жилья в этом году? В этом году, программа сама, она у нас очень капиталоемкая, да, более 120 миллиардов рублей оценивается, да, расселение. В этом году у нас предусмотрено 29, порядка 30 миллиардов рублей. Да, по итогам первого квартала мы уже порядка 10% от этой суммы освоили. Да, и сегодня мы, контрактуясь, да, и с началом строительного сезона, ведем финансирование. Только в этом месяце, в апреле месяце, мы видим то, что у нас освоение будет сопоставимо первому кварталу. Да, и по нарастающей мы до конца года должны эти все средства направить застройщикам, чтобы у нас эти объекты появились.
Ну, у нас эта программа действует с опережением графиков. Если какие-то прогнозы по опережению, может быть, удастся быстрее ее решить. Да, совершенно верно. Мы уже с 2021 года активно ведем работу, чтобы сдвигать объемы расселяемого жилья влево, да, соответственно, финансирование. В 2021 году на 10 миллиардов рублей мы это подвинули налево, да, соответственно, порядка 100 тысяч квадратных метров мы опережающие, да, начали расселять. В прошлом году активно работу провели, да, и порядка 200 тысяч квадратных метров также это сдвинули влево. Да, поэтому такая работа ведется, и на сегодняшний день мы тоже видим то, что от тех объемов, которые мы защитили по этапу 2023 года, да, мы видим потенциал в части увеличения еще тысяч на 70-80, то, что можно опережающе уже сегодня брать обязательства. И такую работу мы с Министерством строительства Российской Федерации, с Фондом развития территории проводим. Ну, вот такой интересный вопрос. Попадают ли в программу переселения вот из аварийного жилья частные дома? Но мы все руководствуемся федеральным законодательством. У нас есть 185-й федеральный закон, который регламентирует саму программу переселения граждан с аварийного жилищного фонда. Да, и в этой программе указано то, что расселяются именно многоквартирные дома. Соответственно, у нас частные дома, они в силу закона не могут попасть в программу переселения. Хотя проблематика имеется. Но как обстоят дела с программой переселения из аварийного жилья в арктических районах Якутии? Да, у нас сегодня вся республика задействована в программе переселения. Да, все арктические районы также включены в программу. Да, у нас 496 многоквартирных домов во всех арктических районах признаны. Да, это более 150 тысяч квадратных метров жилья. Мы планово ведем работу уже значительную, незначительную часть, уже процентов 30 от этих задач сегодня выполнили, да, уже расселили граждан. Сегодня у нас ведется строительство в 8 районах 11 многоквартирных домов, да, и я думаю, с каждым кварталом у нас количество объектов, которые будут строиться в арктических районах, ну и в целом по республике по программе переселения будут увеличиваться. Ну что ж, Павел Павлович, желаем успешного продолжения работы, реализации всех задуманных объектов, конечно же, успешной реализации программы по переселению. Спасибо, Сергей. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.